Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кьют провел совещание по вопросам выявления фактов незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконной добычи криптовалют на территории республики. В совещании приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя министра Руслан Ажиба, исполняющий обязанности замминистра Беслан Чкадва, руководители профильных управлений. О результатах работы с 11 марта 2025 года по 31 марта по проведению оперативно-профилактических мероприятий по обнаружению и изъятию незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ доложил временно исполняющий обязанности начальника управления уголовного розыска Беслан Жвания. Итак, с 11 по 31 марта 2025 года было обнаружено и изъято автоматы 7 единиц, пистолеты разных модификаций 9 единиц, винтовки 4 единицы, 2 гранаты, патроны разного вида 19 119 штук. Если брать по районам, у нас по Гагре изъято 5 автоматов Калашникова, 4 винтовки, 1 пистолет, патроны 18 808 штук. Гудаута 3 пистолета, из них 2 пистолета системы Макарова и 1 пистолет барабанный ЛКшка. Город Сухум 2 пистолета и 1 автомат Калашникова. Гурильский район 1 автомат Калашникова и 1 пистолет системы Макарова. Ачимчийский район изъято 2 пистолета системы Макарова на данное время. Работу в данном направлении следует продолжить, не снижая темпов, отметил генерал-майор милиции Роберт Кьют. Исполняющий обязанности министра также подчеркнул необходимость более тщательной подготовки к летнему курортному сезону. В преддверии летнего курортного сезона эту работу нужно максимально провести. Я вам поручаю сделать так, чтобы в общественных местах люди с оружием не появлялись. В том числе даже те, которые имеют разрешение на ношение оружия. Они не имеют права находиться в тех местах, где люди отдыхают. Ориентируйте все райподразделения уголовного розыска, чтобы были направлены именно на выявление незаконно носимого оружия. Беслан Русланович, в ходе проведения рейдовых мероприятий основной акцент делать именно на этот фактор. Есть. Проводите рейдовые мероприятия, в том числе и в общественных заведениях. Обязательно нужно это все делать. Для чего сегодня нашим гражданам в мирное время ходить с оружием? Для чего? Для того, чтобы совершать преступления в дальнейшем. Иногда умышленно, и в том числе и неумышленно тоже получается. Так что давайте этот вопрос нужно решать более, так скажем, заострить внимание, потому как по-другому у нас последние события, которые происходили в нашей стране, они нам диктуют, чтобы мы именно так и действовали в отношении тех людей, которые не понимают, как правильно носить оружие. Исполняющий обязанности первого замминистра Руслан Ажиба обратил внимание на уровень компетентности некоторых районных начальников милиции. В этой связи руководители министерства не исключают кадровые перестановки. Все районы, которые не смогли, то есть не выявили, нет определенных результатов, мы вам доложим. Они будут, в отношении них будут приняты меры. Вообще целесообразности их нахождения на занимаемой должности. Каждый день отчет идет о проделанной работе, вечером докладывают. Несколько районов у нас в спящем режиме находятся на сегодняшний день. Это я пока не буду озвучивать. 15 после совещания мы вам доложим. То же самое сегодня утром, когда докладывал замначальника УКОНа, он говорит, что на сегодняшний день негде наркотиков купить. То есть нет в Абхазии, они все наркоманы переезжают на ту сторону, чтобы поднять там закладки. То же самое мы хотим сделать, ужесточить вообще нахождение огнестрельного оружия и патронов. Я думаю, что нужно максимально ужесточить покупку патронов. Далее начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Султан Кабардаев доложил о предпринимаемых мерах и имеющейся статистике по противодействию незаконной добыче криптовалюты на территории страны. 423 аппарата выявлено и проверено 382 объекта у нас. Работы ведутся даже сегодня. И сегодня мы выявили майнинг-ферму, небольшую, правда, но выявили. В горорганах в тяжело доступных местах находятся, нам известно. Мы работу проводим, не останавливаемся. Поставьте задачу всем подразделениям. Пусть активно начнут заниматься выявлением майнинг оборудования
и его изъятием. Это обязательная работа. Я хочу услышать, чтобы к концу недели у нас были уже результаты. Сегодня к работе МВД особое внимание подчеркнул генерал-майор милиции Роберт Кьют. Все текущие вопросы деятельности ведомства находятся на личном контроле высшего руководства страны. Уважаемые коллеги, могу вам отметить, что все эти вопросы и другие актуальные вопросы, как говорится, работы Министерства внутренних дел находятся в особом контроле у Бадру Зуравовича Глумба. Соответственно, ежедневно он просит отчетности и ставит соответствующие задачи. Основные задачи, которые мы непосредственно сейчас обсуждаем, они являются главными. То есть нам необходимо в этом направлении усилить работу, так как это команда президента. Резюмируя совещание, исполняющий обязанности министра Роберт Кьют дал поручение разработать и представить план подготовки к летнему курортному сезону в кратчайшие сроки.